Добрый день, дорогие друзья! Заключительная игра 22-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге. Футбольный клуб Крумкаши принимает сегодня столица нашей республики на стадионе футбольного клуба Минск Солигорский Шахтер. Наверняка матч будет очень уж принципиальным, о чем хотя бы свидетельствует результат первого круга, когда дерзкий новичок обыграл в Солигорске Шахтер со счетом 2-0. И сегодня для вас этот матч прокомментирую я, Вадим Кнырко, и мне помогать в этом будет бывший футболист футбольного клуба Крумкаши Михаил Горнак. Привет, Миша. Привет, Вадим. Миша, ну ты согласен, что сегодняшний матч будет действительно принципиальным? Ну, не знаю, как принципиально на самом деле, потому что, может быть, только для Солигорского Шахтера, потому что они проиграли новичку, все-таки для них, может быть, да. А для Крумкашев это, наверное, просто очередной матч со сложным соперником. Да, в первом круге 2-0 были сильнее Крумкаши, и тогда голы забивали Вячеслав Глеб и Евгений Шикав. А сейчас послушаем гимн Республики Беларусь и вернемся в наш репортаж. Прозвучал гимн Беларуси, буквально через пару минут игра продолжится, ну а для начала хочется передать слово к нашему корреспонденту. Всем огромный, добрый и бодрый привет. Центральный матч 22-го тура. Мы находимся на столичном стадионе футбольного клуба Минск. И сегодня у нас противостояние Крумкаши и Солигорского Шахтера. На мой субъективный взгляд, центральный матч тура. Уровень интернет-трансляции растет, и сегодня Крумкаши организовывает трансляцию с двумя комментаторами нашей импровизированной студии в перерыве. Я заберу у своих коллег буквально 2-3 минутки в начале поединка, чтобы рассказать вам о всех новостях, которые предшествовали этому поединку. Давайте, наверное, будем перекрывать картинку, как сейчас наши футболисты готовятся к поединку. Самое интересное, постараюсь быстро уложиться в эти несколько минуток. Шахтер сейчас претендует на серебро чемпионата, только ленивый, наверное, не пинал солигорчан сегодня в этом сезоне. Но вторая строчка у горняков и, в принципе, неплохо идет команда Никифоренко. Крумкаши, к огорчению многих своих болельщиков, несколько туров назад выпали из пьедестальных мест. Теперь Крумкаши на 10-й строчке чемпионата, но в случае сегодняшней виктории могут сравняться с Торпедо Белас, но автозаводцев одна игра в запасе. Сегодня есть еще одна маленькая интрига. Мы прекрасно помним, как в первом круге в гости к солигорчанам впервые пожаловали Крумкаши и нанесли такую серьезную пощечину горнякам со счетом 2-0. Выиграли Воровны, тогда Глеб и Шикавка забили по мячу. Они сегодня, кстати, оба в старте. Кратенько о прошлом туре. В прошлом туре Крумкаши в гостях сыграли с Городея со счетом 1-1. Вели, но в концовке пропустили и потеряли викторию, хотя имели очень много неплохих моментов. Что касается солигорчан, то горняки разгромили у себя дома Гранит со счетом 4-0. Но, наверное, все остальные уже самые интересные информации расскажут наши комментаторы Вадим Кнырко и Михаил Горнак, человек, который придумал белорусский футбол. Так что, ребята, вся информация уже дальше рассказываете вы. Спасибо Егору за эти предматчевые расклады. А сейчас прямо давайте переключаемся. Стартовый свисток уже был дан. И давайте представим главных действующих лиц сегодняшнего матча. Сегодняшние гости. Футбольный клуб «Шахтер».
выступает в таком составе. В воротах номер 16 Владимир Бушма, номер 5 Александр Юревич, 6 номер Игорь Бурко, 8 Александр Селява, 11 капитан команды Артем Старгородский, 13 Руслан Северов, 15 Денис Лаптев, 18 Павел Рыбак, номер 12 Никола Игнатьевич, номер 19 Игорь Кузьминок и 81 номер Алексей Тимошенко, главный тренер команды Сергей Никифоренко. Сегодняшние хозяева, футбольный клуб Крумкачи. Похоже, сегодня Олег Дулуп избрал, главный тренер футбольного клуба Крумкачи Олег Дулуп избрал оборонительную схему с 5 защитниками. Наверняка будут действовать сегодняшние хозяева на контратаках. Ну, собственно, посмотрим, что получится. Но состав такой. В воротах номер 1 Андрей Федоренко. Справа в защите номер 22 Сергей Щегрякович. В центре обороны должны действовать, судя по всему, трое защитников. Это Алексей Василевский, номер 5, 17 Александр Скшинецкий. К слову, Александр сегодня капитан команды. И номер 21 Игорь Воронков. Слева номер 13 Дмитрий Климович. Центральные полузащитники Крумкачева сегодня это 19 номер Максим Талейко, 9 Александр Батищев. И линия атаки. Под нападающими будут действовать двое. Это 23 номер Евгений Шикавко, 7 Сергей Корсак и 99-й на острие Вячеслав Глеб, главный бомбардир Крумкачева. Собственно, сыграли уже 2 минуты команды. Миша, как думаешь, что было за это время, пока я объявлял состав? Футбольный клуб «Шахтер» Солигорск. У воротах Что номер мне бросилось 16 сразу в Владимир глаза, это Бушма. то, что Крумкачи достаточно Гусевой нервно поле, номер 5 начали. Александр С двух Юрьевич. ошибок, например, Батищев Номер начал. 6 И, Игорь Бурко. не знаю, может Номер быть, 8 Александр непривычно Селява. Номер так как-то 11 более-менее в этой команды схеме Артем играть, Старгородский. но посмотрим. Номер Сейчас еще как бы 13 толком Руслан ничего сказать Северов. нельзя. Номер 15 Денис Да, пока Лаптев. мяч Номер гораздо больше 17 гостит Павел на Рыбак. половине Номер поля 12 Крумкачев. Николай Игнатьевич. Номер 19 Как вы видели, даже была одна Игорь попытка Кузьминок. удара. Номер 81 Алексей Тимошенко. Сейчас неплохой был навес из центральной зоны от Николы Игнатьевича, но хорошо на выходе сыграл Андрей Федоренко и выбил кулаками мяч далеко в поле. Вклад футбольного клуба Крумкачи! У воротах номер 1 Андрей! Продолжается игра, и вот сейчас уже Крумкачи пытаются что-нибудь сделать более-менее внятное на чужой половине. Перехватывают мяч футболисты Солигорского «Шахтера», идут в свою атаку. Сергей! Корсак, номер 9 Александр! Игорь Кузьминок с мячом на своей половине поля номер пасуется с 13 товарищем по Дмитрий. обороне Павлом Рыбаком. Климович, номер 17, Продвигает мяч вперед. капитан команды Александр Скшинецкий, номер Продолжается 19, атака. Максим Хороший навес. И это опасно может быть. Талейко, Ай-яй-яй, номер что это 21, произошло? Игорь Воронков. Надо сказать, Номер повезло сейчас 22, Крумкачам, потому что Сергей. только из-за того, что Алексей Тимошенко не смог Щегрякович. хорошо обработать мяч, Номер 23, не удалось отправить его в Георгиев. ворота. Шикарно. Полный провал в Номер обороне. 29, Согласись, Миша, Вячеслав. по-моему, просто пока непривычно действовать в 3 центральных защитника, да, Крумкачам? Во-первых, да, мне кажется, что Дулуп. непривычно, но еще очень жесткую ошибку допустил Федоренко. Куда он полетел, непонятно. За Да, этим еще мячом. упал, тем более. Да, и я не знаю, как не забил Тимошенко, потому что ну, 100% момент. А что произошло вообще? Почему так далеко отпустил мяч от себя, на твой взгляд? Ну, просто техническая ошибка, я думаю. То ли хороший настрой сегодня у «Шахтера», то ли у Крумкачева какой-то мандраж поначалу, по первым минутам присутствует. Ну, понимаешь, просто эта схема достаточно тяжелая, на самом деле, ее вот очень тяжело понять. Не сказал бы, что она слишком уж оборонительная, то есть кажется вроде 5 защитников, но если грамотно играть, то эта схема становится вообще очень даже атакующей, если высоко играют крайние защитники. Ну вот, наконец-то, поучаствовал в игре и Владимир Бушма, голкипер «Шахтера». Ничего, правда, опасного не было, был просто прострел с правого фланга атаки Крумкачев, и уверенно Владимир взял мяч в руки. К слову, Владимир Бушма один из лучших голкиперов этого чемпионата, всего лишь 8 мячей Сьогоднішній пропустил матч в 20 матчах. розглядають бригада суддів у наступному складі. Суддя у полі Віктор Шимусик, Город Осиповичи. Контролирует мяч Крумкачи на своей половине поля, Василевский с мячом. Никита Пыреев, город Минск. Прошлый матч Василевский пропускал из-за перебора, из-за красной карточки была дисквалификация. Антон И Полуянов, вот вернулся, город Поза. и Четвертый сейчас судья центральная Владимир зона Русаков, город Минск. Крумкачев Инспектор представляет матча себе Юрий примерно то, Майстров, что не город должна Маниполь. представлять. Вот у нас будет первый угловой. Естественно, к угловому флажку идет капитан
Шахтера Артем Старгородский. Практически все стандарты исполняет Артем. Старгородский у нас один из опытнейших, я так понимаю, футболистов, да, команды? Выше всех выпрыгнул футболист Крумкачев, и ничего опасного не было. Тем не менее, продолжается атака Шахтера. Никола Игнатьевич хороший по задумке был, по замыслу перевод, но только аут из этой ситуации выгадали футболисты Солигорска. Миша, как думаешь, в чем вообще главная сила сегодняшнего соперника Крумкачеву? Чего стоит опасаться футболистам минчан и Олегу Дулубу в частности? Ну, знаешь, вот я вот следил вообще за чемпионатом, за началом развития вот этой команды Шахтера. То есть Никифоренко, он же достаточно молодой специалист, и он недавно командой руководит. Очень много критики вылилось в его адрес в начале сезона, и все говорили, что Шахтер не свою игру играет, и вообще непонятно, во что играет. Вот. Но сейчас команда набрала ход, и считаю, что одна из сильнейших команд в чемпионате на данный момент. Вот, поэтому стоит опасаться, во-первых, конечно же, ее очень грозной атаки в лице Лаптева и того же молодого Теверова. Вот. Ну и плюс ко всему это опыт, это достаточно сильный коллектив. Да, посмотрим, насколько хорошо себя проявит Лаптев. Он достаточно активен был на первых минутах. К слову, еще два достаточно важных человека из атаки Солигорска сегодня в запасе. Это молодой вингер Виталий Лисакович и опытнейший форвард Николай Януш. Николай Януш только-только оправился от перелома руки, а Виталий Лисакович уже успел вернуться в состав после травмы, из-за которой пропустил 3 месяца. И вполне вероятно, что если игра будет складываться не по сценарию Шахтера, то обоих этих футболистов мы увидим во втором тайме. Знаешь, да, хорошо, что ты напомнил по поводу этих футболистов, но мне больше, честно говоря, хочется посмотреть на молодого Лисаковича. Януша я уже и так достаточно часто видел, а вот молодого Лисаковича, которого очень сильно пиарит в последнее время, хочется видеть все чаще и чаще. И еще один опасный момент у нас был. Так, на 8-я минута продолжает наседать на ворота Крумкачев Шахтер. Отличная по направленности передача была от левого защитника Шахтера Игнатьевича. И вдвоем могли замыкать эту передачу футболисты Шахтера. Сначала, по-моему, Денис Лаптев не дотянулся до мяча, а позже, если я не ошибаюсь, то там был Руслан Северов или кто? Кому еще? Да, может быть, и Руслан. Как видим, врачи появились оперативно на поле. Какие-то проблемы со здоровьем, видимо, у футболиста Шахтера. Да, это Руслан был Северов. Покидает он пределы поля и будет ему оказывать медицинскую помощь, конечно, здоровье молодому футболисту. Будем верить, что все будет хорошо, продолжит он матч. Пока вынужденно в меньшинстве играет Солигорский Шахтер. Я скажу, что в этом году Шахтер еще очень сильно усилился. У них такая широкая стала скамейка запасных, в отличие от Крумкачева как раз-таки. Если у них второй состав может выйти и абсолютно не испортить, то, например, команде Олега Дулупа в этом плане тяжелее намного. Перешли на чужую половину поля футболисты Крумкачева. Могла получиться неплохая контратака, но перевод на Тимошенко не получился. И мяч ушел в аут. И сейчас мы будем смотреть за новой атакой Крумкачева. Даже такое ощущение, что Шахтер играет в контратаке, а не Крумкачев. Ну да, есть такое. Но тем не менее, пока гораздо больше моментов было у ворот. Да. Как раз таки Крумкачеву. К слову, к этому матчу в абсолютно разном психологическом состоянии подходят футболисты обеих команд. Если Шахтер сейчас... У Шахтера наметился небольшой пик. Команда не проигрывает уже больше месяца. Последнее свое поражение Шахтер потерпел 8 августа дома от Батэ. Тогда, напомню, проиграли. А после этого 5-матчевая серия без поражений. 3 победы, 2 ничьих. 1 победа была одержана в Кубке. Хотя при всем при этом Шахтер мог одерживать гораздо больше побед, потому что в этот период были
сыграны в ничью два матча с явно командами, которые по уровню слабее Шахтера. Это Слуцк и Нафтан. Поэтому, может, даже свои очки и не добрали солигорчане. Но, тем не менее, занимают второе место и как бы особо не переживают по этому поводу. Как бы до первого далеко, а от третьего есть небольшой задел. И, естественно, сегодня хотят этот задел упрочить солигорчане. Да, жалко, честно говоря, что в этом году, опять же, не получилось этой борьбы за чемпионство. Ну, ничего с этим не поделаешь. Да, Батэ, конечно, гегемонит уже давно. И в этом году преимущество борисовчан еще более впечатляющее в чемпионате. Жаль, не получилось у них в Еврокубках, конечно. Если не ошибаюсь, им, если они 2 матча следующих выиграют, то они станут чемпионами досрочно. У них перед этим туром была задача за 3 тура можно было оформить. Да. Вчера, напомним, Батэ одержал крупную победу над Неманом дома 4-0. И, соответственно, осталось одержать 2 победы в 2 матчах. И этого может хватить для досрочного чемпионства. Раз уже заговорили о психологическом фоне, то у Крумкачева все абсолютно иначе по сравнению с Шахтером. По свою последнюю победу одержали хозяева сегодняшнего матча аж в июле. Это был матч домашний с Белшиной, тогда сыграли Крумкачи и одержали победу 2-1. После этого совсем не радующая болельщиков Крумкачева серия без побед. Причем потерпели Крумкачи сразу 3 поражения подряд. В прошлом туре эта серия была прервана. Ничего из Городей. Знаешь, я смотрел этот матч с Городей, и, конечно, очень жалко было, потому что, действительно, команда, можно сказать, переигрывала, еще и в гостях команду Сергея Яромка. И не получилось, там в конце пропустили такой обидный гол, когда просто отвлеклись и не заметили, как человек выкинул аут очень быстро. И там этот гол Сороки, я не знаю, очень обидное поражение. Можно сказать, и поражение. Ну, еще, кстати, тот матч был омрачен какими-то судейскими ошибками. Потому что и на послематчевой пресс-конференции и Олег Дулуб, и Сергей Яромко высказывали претензии к судейскому корпусу, даже обращали внимание, почему не проводятся какие-то аналитические передачи с участием специалистов, которые разбирают работу судей. Так что не все так однозначно было, наверное, в том матче. Раз оба тренера. Да, согласен с тобой. Ну вот по поводу аналитики, это уже давно, мне кажется, пора провести, потому что действительно никто по-хорошему не занимается прогрессом именно судей. Они судят, как судили 20 лет, так и судят сейчас. Да, несомненно, надо разбирать их игру, чтобы это делали именно специалисты, а не просто болельщики на форумах. А может быть, даже судьи там да, собирались. Сами участвовали, да. И, где-то с помощью, может, футболистов тех же. Снова в игру вступил Федоренко, но отлично сейчас сыграл на выходе. Уверенно взял мяч в руки и выбил далеко-далеко. И так, что мяч прилетел к его коллеге, к его оппоненту Владимиру Бушмину. Я так понимаю, что при обороне немножко трансформируется схема, и Сергей Корсак опускается немножко ниже. Ближе к центральной зоне, да? Да, ближе к центральной зоне. А может быть, просто они так меняются, взаимодействуют. То есть кто-то поднимается, кто-то опускается. Ну, любопытно еще, что Крумкачи играют в 5 защитников, но далеко не в линию. Игорь Воронков часто выдвигается именно в опорную зону из зоны центрального защитника, а Сергей Чегрикович и Дмитрий Климович являются так называемыми коридорными. Играют по всей бровке. Чегрикович справа, Климович слева. Соответственно, работы эти парни сегодня выполнят большое количество. Ну и получается, что если Воронков поднимается при всем при этом вверх в опорную зону, то они как бы становятся 4 защитника. Да. Можно сказать, такой ложный защитник. Хороший момент был у Шахтера сейчас. Отлично сместился с фланга в центр Алексей Тимошенко. Пробил справа. И если бы попал в девятку, то далеко не факт, что Федоренко смог бы спасти. Но мяч прошел мимо. Цифры на табло остались нетронутыми. 0-0. Очень активно выглядит пока Тимошенко. Наверное, через него все атаки проходят пока что в первом тайме. Да, по-моему, кстати, Шахтер сегодня действует по стандартной в последнее время в футболе схеме 4-2-3-1. 4 защитника, 2 опорника, 3 человека поддерживают атаку. И в нападении единственный форвард — это, понятно, Денис Лапцев. В зоне атаки по флангам играют Теверов и Тимошенко. Под нападающим Артем Старогородский. По-моему, тут все понятно тоже.
здорово хотел Слава сыграть, жалко не прошла передача. Да, не прошла передача, хорошо сыграли на перехвате защитники Шахтера. Фол в центре поля. Можно сейчас более обширными силами перейти на чужую половину. Но вместо этого идет передача назад. И вот, как мы видим, последнего защитника играет Игорь Воронков. Тебе не кажется, Вадим, что вот как-то очень осторожно, как будто Крумкачи играет? Вот непривычно даже смотреть на них, какие-то они вот как будто боятся вперед идти. Ну, наверное, цена ошибки сегодня очень велика, потому что если пропустить от Шахтера в начале, очень, наверное, будет непросто отыгрываться. И тем более, учитывая то, что такая не самая приятная серия, наверное, не хотят ошибаться первыми. Ну, согласен с тобой, да. Тем более, по-хорошему, в первой игре с Шахтером также, в принципе, развивалась игра. Первый тайм просто не пропустили, во втором тайме забили свой момент и, в общем-то, и выиграли. Да, и это была, наверное, первая такая сенсационная победа Крумкачева в высшей лиге. Вообще, позже, конечно, случилась еще более сенсационная победа дома над Минским «Динамо». Видели мы сейчас забавный момент, что Бушме пришлось выходить за пределы поля, за пределы штрафной и играть головой. Несвойственная игра для вратаря. Продолжается атака Крумкачеву. Сейчас тоже очень странное решение выбрал Батищев. Можно было спокойно просто отдать влево и сохранить мяч. Он почему-то решил сыграть обострить. Да, немного нелогично. И в итоге потеряли мяч Крумкачи и атака Шахтера. Сегодня два тренера такие на стиле, вообще посмотри. Что Никифоренко, что Дулуп. Чисто как два модных, супермодных тренера чемпионата Республики Беларусь. Да, есть такое, наверное, если бы составляли какой-то топ модников, то они бы туда попали. Ну, на самом деле, так и должны, наверное, выглядеть тренеры. Не в спортивных же костюмах. Ну, не в например, 90-е Массимо годы. Каррера, главный тренер Спартака, как-то не чурается выйти в спортивном костюме. Выглядит он абсолютно не по-тренерски. Зато команда прет, выигрывает. Да, и все знают про его интересное высказывание «Грация», которое любит повторять Дмитрий Камбаров. Ладно, переносимся обратно в чемпионат Беларуси. Навес опасно. Денис Лапцев, да, опять сложился. Попытался пробить через себя. Несмотря на рост, который стремится к 2 метрам. Очень неплохо Денис скоординирован. Так видим, что может пробить через себя. Я тебе скажу, что я вот еще знаю про то, что у него очень сумасшедшая скорость стартовая. Он 30 метров бежит, там один из, я не знаю, мне кажется, быстрее всех в чемпионате страны. Вот когда в «Динамо» он был на просмотре, мне рассказывали ребята, что он абсолютно не готовый приехал в команду, пробежал лучше всех. Что опять же говорит о том, что не свойственна такая характеристика для нападающих такого роста. На самом деле Лапцев — это хорошее усиление для Шахтера. Делалось оно под Еврокубки, но далеко в Еврокубках не удалось пройти Шахтеру в этом сезоне. Причем он какой-то даже свой вклад внес, когда он сравнял счет. Да, он забил в гостевом матче, по-моему, это было. Или в домашнем. Да, в гостевом. Он сравнял, и уже казалось, что, может быть, Шахтер дожмет, но не удалось. В чемпионате, к слову, у Дениса в 5 матчах 2 гола. По-моему, и Минскому «Динамо» забивал Денис. Ну, ты, я не знаю, видел этот матч или, я не знаю, гол в интернете, когда Натович Сергей привез этот гол? Наверняка болельщикам Крумкачева не хочется, чтобы что-то подобное произошло в сегодняшнем матче. Но пока Денис достаточно активен. В первом круге, напомним, Денис тоже играл на этом стадионе против Крумкачева, еще в составе «Славии». Тогда сыграл не очень удачно. Вообще у него тогда практически не было моментов. Наверное, был один удар всего по воротам. Сегодня он уже за 20 минут создал, наверное, больше, чем за весь тот матч. Знаешь, может быть, как раз-таки он знал уже про то, что не исключено, что он перейдет в Солигорский «Шахтер», и так особо сильно не выкладывался, как вариант. Сильным ударом выбивает мяч Андрей Федоренко на чужую половину поля. Подталкивал спину Игнатьевич Евгения Шикавку. Штрафной будет в исполнении Крумкачеву. Как видим, Солигорска сегодня тоже болельщиков приехала. Порядком. Есть поддержка и у гостевой команды сегодня. Щегрикович пасует назад. Игорь Воронков с мячом. Очень бросается в глаза, что у Шахтера как будто не хватает людей в середине. Вот, не через кого начинать атаки.
Имеешь в виду в опорной зоне или ближе В к атаке? опорной зоне именно. Ну, похоже, в опорной зоне сегодня играют у них двое. Это Юревич и Селявый. Опасно. Момент. Неплохой прострел, но защитники Шахтера были удачливее. Тем не менее, продолжают контролировать мяч Крумкаши. И нет, все-таки покидает мяч пределы поля. Бушма будет выбивать от ворот. Ну, как-то посмелее начали действовать Крумкаши, судя по всему. Ну, пора уже, 20 минут прошло матча. Рыбак с мячом на своей половине поля. Юревич. Опытнейший защитник Юревич. Конечно, многократный чемпион в составе Батый. В составе Шахтера, по-моему, становился Юревич. Хороший заброс в чужую штрафную. Тимошенко пасует на Лапцева. Лапцев что придумает? Пасует назад. На фланге мяч Бурко. Навес. Навес в расчете на Лапцев. Лапцев сбрасывает под удар Тимошенко. Это было опасно. Видишь, снова все через Тимошенко. Очень опасно он атакует. Но стоит отметить, что очень хорошо на втором этаже действует Денис Лапцев, который вот как раз-таки сбросил Тимошенко под или под удар, или под передачу мяч. Ты это представляешь, как с такой рамой огромной вообще бороться? Я не представляю, как против такого футболиста. Второй угловой Шахтера в матче. Снова, естественно, Старгородский возле мяча. Подача. Опасно было. Но Федоренко сыграл руками. Отлично. Мяч остается у Шахтера. Игнатьевич. Снова дальний заброс. Отлично играет. Отличный удар. Это гол. Это гол. Отлично второй волной атаковал Шахтер. На 23-й минуте отличается Павел Рыбак. Мяч остается у Шахтера. Игнатьевич. Снова дальний заброс. Отлично играет. Отличный удар. Это гол Шахтера, с которым голкипер Крумкашова Андрей Федоренко и защитники Воронов справиться не смогли. 0-1. Ну, Миша, какие у тебя мысли, ощущения после этого гола? Честно сказать, это был шикарно разыгранный момент. Очень классно сыграли футболисты Шахтера. Все по нотам было разыграно. В одно касание, во-первых, а во-вторых, просто сумасшедший удар, который просто невозможно было отбить. Сумасшедший по силе именно, да? Да, именно по силе. Не могу сказать, что он там пробил как-то в угол, и невозможно было этот мяч отбить. Просто он был очень сильный. Да, Мяч несомненно, футбольного клуба Крумкаши забил номер 18 Павел Рыбак. несомненно, сейчас должен измениться характер встречи. Крумкашам нужно больше открываться, наверное, идти вперед. Или продолжиться, как и играли до гола. Честно говоря, мне интересно, что сейчас придумает Олег Анатольевич, потому что команде срочно надо что-то менять. Ничего не получается ни в атаке, ни сзади в обороне. Ну, я тебе сразу сказал, что очень как-то осторожно они начали играть, как будто боязно. Да, и вот очередная контратака Шахтера. Старгородский с мячом. Старгородскому, кстати, нельзя давать бить вообще ни с какой позиции, потому что большинство своих мячей Артем забивает с дальних дистанций. Получается, очень красивые пушки у него. Ну, кстати, у Лаптева тоже очень хороший удар, он тоже любит с дальнего расстояния пробить. Хороший плотный удар метров так с 30-33 от Александра Юрьевича. Ну, на месте Федоренко. Все в порядке. Юрьевич тоже, конечно, футболист великий. Ему 35 лет, а у него выносливость такая, как будто он молодой пацан 20-летний. Чем-то напоминает Филиппа Лама. Почти всю карьеру играл защитником, а теперь переместился в опорную зону. Причем абсолютно не портит игру, и я даже сказал бы, что через него она как раз таки идет. Ты посмотри, он то справа, то слева, но всегда с мячом встречается. Несомненно, один из самых важных игроков в построениях Сергей Никифоренко. Игнатьевич с мячом. Тимошенко. Очень активен Тимошенко в первом тайме. Посмотрим, хватит ли его на весь матч. Продолжается атака. Старгородский заброс. Очередной на Лапцева. Вдвоем приходится опекать его защитником Крумкашов. Но в порядке все. Очень много идет забросов в чужую штрафную. Да, согласись.
Да, очень Шахтера. много, и как-то все проходит. В любом случае они получают мяч даже в борьбе. Это. Даже если не первым на мяче Да. футболист Шахтера, то здорово играет на подстраховке. Хороший пас был по задумке, но не доходит до Корсака мяч. Отлично играет на перехвате Рыбак. Ну, тебе не кажется, что вот какой-то вот ну, эмоциональности не хватает этого матча? Вот как-то вот вроде все идет, ну играют и играют. Да, как-то рутинно есть такое ощущение. Но Шахтер такое чувство, что как будто бы на классе контролируют ход встречи, тем более они забили сейчас. Конечно, было бы хорошо Крумкашам в течение 5 минут после пропущенного гола забить ответный, но Пока этим не просто. пахнет, да? Пока даже особо и ударов-то нету. Снова был тревожный момент у ворот Крумкашова. Андрей Федоренко играл на выходе, выпустил мяч, но судья зафиксировал нарушение правил на голкипере. Поэтому свободный от своих ворот выбивает Федоренко. Однозначно, мне кажется, нужно уходить от схемы с 3 центральными защитниками и играть, наверное, перестраиваться на 4 защитника, потому что чувствуется, что в центре не хватает одного человека. Как раз-таки из-за этого, наверное, Шахтер и переигрывает команду Крумкача. Ну, в принципе, есть кому. Даже не надо и замен проводить, просто выдвинуть Воронкова чуть-чуть поближе к зоне атаки, ближе к опорной зоне. Но пока действительно Воронков играет очень низко, не свойственно, наверное, даже для себя. Ну, мне вот Егор Колесник подсказывает сзади, чтобы я выходил на поле. Знаешь, может, и вправду я смогу изменить ситуацию. Хотя, ну, наверное, меня все-таки не заявили, так что я останусь здесь. Нарушение в центре поля фиксирует арбитр. К слову, да, не представили мы арбитров сегодняшнего матча. Главный судья сегодня Виктор Шимусик из Осиповичей. Ему помогают Денис Щербаков и Никита Пыреев из Минска. Очередной заброс в штрафную. Здорово действует Федоренко. Кто первый иначе? Первый Климович. Отлично, продолжается атака. Хорошо на скорости Климович проходит. Нет, все-таки, видимо, вышел мяч, да? Да, вышел. За пределы поля. Знаешь, что еще бросается в глаза? Вот то, что когда Федоренко получает мяч, он сразу начинает его выбивать как можно дальше от ворот. Это очень не похоже и как раз-таки на идеологию Дулуба, потому что он терпеть не может, когда вратарь вот так просто бездарно отдает мяч сопернику. Тем более, когда на той стороне поля 2 футболиста Крумкачева и 5 человек из Солигорского Шахтера. Какой в этом смысл? Да, может, возможно, есть такое. Но, может, подскажут голкиперу. Может, опять же, есть волнение у Андрея. Все-таки помним момент в начале встречи, когда неудачно на выходе сыграл. Да вот и сейчас, когда судья в последний момент свистнул, он тоже мяч опять же выронил из рук. И как будто, да, чувствуется неуверенность от вратаря. Надо собраться Андрею. На самом деле нужно собраться в большей команде, чтобы моментов поменьше было у Андрея. Да, он спокойнее будет на душе вратаря. Ну, как видим, пока тактически абсолютно не перестраивается Крумкачи. Игра продолжает играть 5 защитников. И, собственно, получает вот еще одну атаку. Северов на фланге. Здорово, здорово действует Руслан. Отдает в центр. Неплохая по задумке была передача пяткой Лапцева. И вот приходится опять же Федоренко выбивать мяч абы куда. Ну, там действительно было просто в поле выбивать тяжело, потому что бежал навстречу Лапцев. Такого обвести человека, наверное, не самая простая задача, поэтому он просто решил выбить за пределы поля. Вратарь Крумкачев. Я Хорошо, что все обошлось. Знаешь, какую себе вот ситуацию представляю, как будто я вот играю, я защитник центральный, я играю против Лапцева, я, наверное, раза в 3 меньше него. Потому что чувствую, я попросил бы замену, скорее всего. Это, наверное, что-то похоже на то, если ты легковес и выходишь против супертяжа, наверное, на ринг боксерский. Ну да. То есть, если ты гений какой-нибудь, у тебя есть там какое-нибудь, я не знаю, преимущество, ну, может, сильный удар, например. Ты там, знаешь, первые секунды взял, вырубил его и закончил собой. Но у нас не бокс, у нас футбол. Разактивничались болельщики из Солигорска. Запели песни. Не только запели, еще и танцуют.
Еще порой тяжело крумкачам, потому что болельщики, ну, команда же себя позиционирует как команда без фанатов, без фан-сектора. И поддержка, как правило, не всегда она есть, не всегда кричат эти болельщики. Да, не всегда есть единение у болельщиков. Да, Обычно. да. Хотя, когда крумкачи начинают выигрывать, тогда на трибунах вполне себе громко. Ну, знаешь, как когда команда начинает переть и просыпаются болельщики, так, в принципе, не должно быть. А вот этой вот энергетики порой команде тоже не хватает. Знаешь, когда вот этот вот задор, они когда тебя прям заставляют бежать вперед. Хотя, с другой стороны, фанаты Шахтера тоже только после первого гола запели. Какие-то были указания от Олега Долуба Василевскому, центральному защитнику. Может быть, как раз сейчас будут какие-то перестроения. Василевский пошел передавать Скшинецкому что-то. Пока небольшая пауза у нас. Кстати, я думаю, что, может быть, как раз-таки они перестроятся, потому что Саша Шинецкий побежал к Климовичу. Не исключено, что кто-нибудь из них все-таки, может, начнет играть Похоже, в центре. Скшинецкий начинает выдвигаться. Посмотри, Воронков оттягивается Да, назад, да, а похоже. Скшинецкий остается Шинецкий пошел в повыше. середину, да? Да, Скшинецкий начнет, наверное, играть как опорник. 4 защитника, действительно. Да, все верно. Получается, Воронков и Василевский играют в середине. В центральной зоне Да, в защиты. центральной зоне, да. А нижний Скшинецкий опорник будет поднялся Шинецкий. повыше. Ну, это разумно, потому что ничего не получается впереди. Пока мяч на левом фланге. Климович, неудачная передача. Хотя все равно мяч остается у Климовича. Заброс вперед. Вячеслав Глеб решил сыграть на опережение перед Игнатьевичем. Наверное, думал, что ошибется сербский защитник Шахтера. Но не тут-то было. И уже в атаке Шахтер. Заброс вперед. И снова Лаптев выигрывает вверх. Только что забавная была картина. Видел, Воронков хотел сдвинуть танк, я имею в виду Лаптева. Неплохая контратака может получиться. Шикавка на фланге. Отдает центр Скшинецкий. Батищев. Неплохо было по задумке, но никого не оказалось там с Крумкачевым. А тут уже опасно играет Батищев, да? По мне так подсел как раз-таки игрок Подсел Шахтера. Мне почему-то кажется, что нужно было сесть в обратную сторону. Бушма пробивает свободный. Честно говоря, немножко удивлен, что Саша Шинецкий стал играть опорного полузащитника, потому что в последнее время как раз-таки его использовали больше на краю, а Климович играл как раз-таки наоборот, вот нижнего именно опорника. Но сейчас выбор пал в пользу Саши. Ну, собственно, насколько я помню, Скшинецкий и в МТЗ-Репо, когда был, он играл опорника. То есть, эта позиция не нова для него. Нет, я тебе скажу, скорее всего, она вот больше нова для него, потому что как раз-таки он в МТЗ-Репо играл крайнего защитника правого. И только, наверное, в первой лиге в прошлом году его Денис попросил Дулуба, чтобы поставил это в опорную зону. И Саша очень хорошо выглядел. И начинал, опять же, первый круг тоже опорника. Но потом почему-то с приходом новичков, того же Климовича, Воронкова, Саша сначала присел, но не играл вообще, а потом стал играть крайнего защитника. То есть ты думаешь, что логичнее было бы, если бы Воронков выдвинулся в опорную Нет, зону? я говорю, что я немножко удивлен, потому что вот именно, что он Шинецкого в опорную зону поставил. Ну, посмотрим, может быть, Дулуб просто пока ищет варианты. Может, ищет, а может, второй вариант, то, что Воронков более опытный игрок, и в центральной зоне он сыграет более... Да, возможно, получше. И вот опасная контратака. Денис Лаптев. Попадает мяч в сетку, но с внешней стороны. Опасно было. 3 в 3 убегали футболисты Шахтера в контратаку. Нашли передачи в свободной зоне. Ну, посмотрим, может быть, Дулуб просто пока ищет варианты. Может, ищет, а может, второй вариант, то, что Воронков более опытный игрок, и в центральной зоне он сыграет более... Да, возможно, получше. И вот опасная контратака. Денис Лаптев.
Попадает мяч в сетку, но... Чемпионата очень редко такое бывает, когда команда вышла вперед, даже 1-0. Чтобы там кто-то переломил игру, ну, может, только Батэ, там, Динамо Минск. Как правило, команды из низа таблицы, они уже не возвращаются в игру. И связано это в первую очередь с чем? Ну, и психология. Юрьевич. Снова заброс по воздуху вперед. Вращается на быстрого Тимошенко. Быстрый Тимошенко не успевает. Талейка отдает на Батищева. Батищев продолжает на Глеба. Глеб на фланге. Здорово против него играет в подкате, конечно, Игнатьевич. Кстати, очень хорошо серб играет, да? Согласись? Мне он очень нравится, и по Еврокубкам он тоже очень сильно выделялся. Отличный футболист, такой крепкий, неуступчивый, еще и в атаке очень сильно помогает. Хотя, помнится, в самом начале чемпионата Игнатьевичу потребовалось несколько игр на привыкание к чемпионату. Там он в одном из матчей допустил ошибку голевую, и в итоге Шахтер проиграл. А сейчас вот мы видели, нанес удар по воротам из-за пределов штрафной, достаточно опасный. Знаешь, у нас такой своеобразный чемпионат, что у нас даже Дима Сычев не то что не блистал, он вообще не мог даже гола одного забить. Также можно сюда привести пример с Кежманом. Вроде, кажется, игроки топ уровня для нашего чемпионата, но все равно ничего не получается. Может быть, и у Роналду ничего не получилось бы. Кто знает. Я думаю, где-то и Месси тоже здесь бы пару раз ногу сломал. И фиксирует нарушение правил Виктор Шимусик, даже даст желтую карточку футболисту Шахтера. Да, есть у нас первое предупреждение. Отлично сыграл Александр Батищев. Прошел одного соперника на дриблинге и получил по ногам. И достаточно перспективный штрафной у нас будет. Получилось бы. Кто знает. Я думаю, где-то и Месси тоже здесь бы пару раз ногу сломал. И фиксирует нарушение операции. У мяча Климович и Щегрикович, два фланговых защитника Крумкачев. Такое ощущение, что будет сейчас подача, а не удар. Небольшая стенка. Розыгрыш в итоге не подачи. Да, неудачно разыгрывает Крумкачи. Ну, интересно было. Ну, думается, если бы был на поле Иванов, то, наверное, последовал бы удар. Честно, не могу понять, зачем сейчас было разыгрывать, потому что абсолютно такая ударная позиция. Даже я со своим дохленьким ударом, мне кажется, мог бы доставить проблем вратарю. Еще одно нарушение правил. Теперь уже на фланге. Шикавка у мяча. Подача в штрафную. И снова неудачно. Ни одного футболиста в белой форме не оказалось возле мяча. Никто на эту передачу Шикавки не откликнулся. Тем не менее, мяч неподалеку от штрафной Шахтера. Кстати, немножко странно, что никого не было на дальней штанге вообще абсолютно. В первой лиге, например, Дулуп любил на дальнюю штангу отправить Сергея Кошеля. И всегда требовал с него: ты должен быть на дальней штанге. А сейчас как-то никого, видимо, и не отправил туда. И приносила плоды? Да, однозначно. Кошель, наверное, гола 3-4 точно забил вот так вот с дальней штанги. Замыкал там. Ну, это тоже, конечно, разный уровень. Первая, высшая лига. Ошибок меньше допускают защитники. Лаптева свалили. Вы посмотрите, бывает такое. По-моему, вдвоем там его попытались уложиться. Уложили такие футболисты Крумкачев. Продолжится атака сейчас штрафным. Можно даже, знаешь, такой мем придумать, типа Лаптев никогда не упадет, если сам не захочет. Да, Лаптев — это такой Чак Норрис белорусского футбола. Старгородский у мяча. Парень очень молодой, он 91-го года, у него еще по-хорошему вся жизнь футбольная впереди. Надеемся, что и сборная национальная он принесет пользу. Осталось только, чтобы вызывали его, конечно, сборную, потому что... Ну, видишь, что он тут паспорт, да, потерял. Да, на последний сбор Александр Хаскевич не приглашал. Это что-то с чем-то.
Полнейший провал в обороне. Отлично, опять же, играет Денис Лаптев. Нет, фиксирует все-таки офсайд арбитр, но... Я немножко не увидел момент, как там вообще. Сбор Александр Хаскевич не приглашал. Это что-то с чем-то. Полнейший провал в обороне. Отлично, опять же, были претензии от футболистов Шахтера к линейному арбитру. Сигнализировали они, что нету никакого офсайда, но не преклонен. На самом деле надо будет посмотреть повтор, чтобы удостовериться в том, что был все-таки офсайд. Если был офсайд, естественно, то, конечно, защитники Крумкачева молодцы, что успешно вышли. И вот теперь же угловой будет у ворот Шахтера. Очень компактно играет Шахтер, и бросилось тоже в глаза, что очень быстро вернулись футболисты, все абсолютно, и вплоть до Лаптева. Щегрякович с левой ноги пробивал защитник Крумкачев, но мяч пошел мимо ворот, левее штанги. Да, согласись, Миша, что если бы с цифрами 0-2 мы уходили на перерыв, то, наверное, во втором тайме ничего бы сильно не изменилось. Я думаю, что игра осталась бы в таком же ключе она и была, поэтому пока что у Крумкачева все-таки есть шанс вернуться в игру, попадаться за победу. Как видим, снова фолят на Лаптеве, на этот раз уже в центре поля. Лаптев недоволен, размахивает руками. И идет туда, куда ему и нужно идти. Да, конечно, вот сейчас рядом были Лаптев и Скшенецкий, и это такое зрелище очень интересное. Ну да, это... Сколько у Скшенецкого роста? Там, наверное, 170, да? Да, у Саши 170. У Лаптева, наверное, 99, да? Метр 99. Что-то около того. И снова выигрывает борьбу Денис Лаптев. Падает в штрафной, но арбитр ничего не предпринимает. Показывает, что Денис вставал. И еще один выстрел из-за предела штрафной. Юревич попытался нанести удар мимо ворот. Я бы однозначно выделил бы по первому тайму Дениса Лаптева, потому что он сегодня абсолютно всю борьбу выиграл. Столько моментов создает, и сам участвует, и другим тоже дает, распасовывает. Мой топ у Солигорского Шахтера в первом тайме это Лаптев, Тимошенко и Игнатьевич. А, например, у кого бы ты выделил у Крумкачева? Как ты знаешь, особо-то и выделить некого. Вот и мне тоже так кажется. Ну, может, Шикавка как-то бегает, старается. Да. Ничего Чаще не всех, наверное, получается. встречается с мячом. Того же, например, Щегряковича можно было бы, может, выделить, если бы так много моментов не было у Тимошенко на его фланге. Да, Тимошенко много опасностей создает. Гораздо больше идет, наверное, через левый фланг у Шахтера, чем через правый, на котором работает Бурко и Теверов. Кстати, достаточно удивительно. На правом фланге у Шахтера очень хороший защитник Бурко. И, кстати, лучший распасовщик Шахтера. 6 голевых передач в этом сезоне у Игоря. Но сегодня действует именно через левый фланг. Больше. Может быть, потому что как защитник левого у Шахтера? Игнатьевич. Игнатьевич. Вот, может быть, потому что он сегодня поактивнее действует, чем обычно. И вот выстрел. Неплохой, да? Неожиданный, наверное, да? Отличный удар получился. Евгений Шикавка наносил его, вроде бы, насколько я видел, да. Неоднократно В можно. расчете на что? Больше на... Целился в девяточку, так За основного часу приблизительно. першого тайма наразі Нет, мінімум хороший одна удар, хвилина. и он абсолютно обоснованный был. Тем более, учитывая то, что моментов абсолютно нет у команды, хоть какое-то обострение. Тем временем закончилось основное время первого тайма. Добавил арбитр 1 минуту. 1 минута у команд на то, чтобы изменить все-таки цифры на табло. Скшенецкий. Заброс вперед на Шикавку. Шикавка встречается с мячом. Ну, по-моему,
Нет, показывает арбитр, что ничего не было. Но, по-моему, даже руками Шикавку уложили на газон. Он взял за шиворот двумя руками и вот так вот бросил, как я не знаю, где на улице, знаешь, подошел хулиган к тебе. Говорит, отдай деньги и кинул тебя. Да, немного странный момент. Очень По-моему, странный Шимусик момент. был рядом. Ну да ладно. А теперь уже в ответ, наверное, все-таки здесь был фол. По-моему, в ногу играли. Это момент для контратаки, может быть. Как-то долго, по-моему, думал Глеб, что делать, отдавать или идти самому. В итоге отдал. Прострел, и все-таки отлично играют центральные защитники Шахтера. Выбивает мяч подальше. И первый тайм у нас завершен. 0-1 счет. Единственный гол забил на 23-й минуте Павел Рыбак, центральный защитник Шахтера. А у нас, как мы видим, там какие-то препирательства были между игроками. Конфликт назрел. Но погасил его арбитр. Все в порядке. Миша, твои впечатления? Немножко нервно, абсолютно ничего не получалось у команды впереди. В обороне тоже очень много было оплошностей. Но вот что касается игры Шахтера, то, конечно, здесь абсолютно все наоборот. У команды все получается, и в обороне они очень хорошо смотрятся, и впереди очень много моментов создают. В общем-то, будем ждать второго тайма, может быть, что-то поменяется. Посмотрим, что поменяется во втором тайме. На самом деле, пока игра не потеряна, все в порядке. И Крумкачи могут сравнять, и Шахтер может добивать соперника. Я думаю, будет интересный второй тайм. А у нас просьба к вам далеко не уходить, потому что в перерыве у нас будет работать импровизированная студия, в которой о первом тайме расскажут журналист Егор Колесник и тренер ФШМ, футбольной школы Минска, Дмитрий Короткевич. Поэтому далеко не уходите, а мы вернемся буквально минут через 15. Ну что ж, друзья, всем еще раз здрасте! Ну что ж, традиционно в перерыве мы проводим наш конкурс. Сегодня это будет бампербол, и нам нужно несколько добровольцев. Кто хочет? Нужен быть парень. 4 крепких парня, которые готовы сразиться. Давай я буду выбирать. Вот парень в кепочке. Парень. Мы готовы сейчас в перерыве подвести некоторые итоги после первого тайма и разобраться со специалистом. Возле меня Дмитрий Короткевич, тренер футбольной школы ФШМ Минск. И пару вопросов я ему задам, и мы немножко со специалистом разберем эту игру. Ну, Дмитрий, во-первых, ваши комментарии по первому тайму. Наши комментаторы говорили, что Крумкачи несколько боязливо играют и впереди, и сзади. Как на ваш взгляд? Такого ощущения нет. Есть ощущение, что команда перестраивается и по сравнению с предыдущими играми играет больше с позиции силы, переходит на позиционную атаку. И в этой игре Олег Дулуп очень сильно удивил тем, что поставил 3 центральных защитника и выбрал именно атакующую схему 3-4-3. Хороша тем, что все игроки в позициях, и можно с любой позиции разворачивать игру вверх. Но игра пошла не по его сценарию, пропустили гол невынужденный при равной игре с небольшим преимуществом Шахтера в позиционных атаках. Но я предполагаю, что Олег Дулуп именно и отдал им часть территории с определенной целью. Но в процессе уже где-то за минут 7-10 минут до конца игры пришлось перестроиться, и уже Кшиневский поднялся в опорную зону. И остались только два центральных защитника. Опустились 2 вингера, Щегрякович и Климович. И поэтому команда перестраивается. Необходимо отвечать, необходимо переламывать игру. Ну, вас ли удивило, например, что при живом и здоровом Яшине появился в центре именно вот эта связка, и Кшиневский опустился вниз? Абсолютно не удивило. Я предполагаю, что основной план был на игру с таким акцентом, что счет будет ничейный, и больше мячом будет владеть Шахтер, и необходимо будет свежие силы, будет определенное давление, необходимо будет центральную ось в обороне усиливать. То есть есть предположение, что Олег Анатольевич и планировал таким образом, но вот пропустили невынужденный гол, сейчас придется перестраиваться.
Хорошо. Сегодня в составе «Шахтера» нет Евгения Елизаренко. Мы видели, что футболисты и его партнеры вышли с футболками с числом 21 на груди. Он сломал лодыжку, выбыл до конца сезона. И сегодня появился впервые в стартовом составе «Шахтера» Руслан Северов, игрок нашей молодежной сборной. Как, может быть, оцените, следили за ним в первом тайме? Хорошее впечатление произвел, хороший игрок, но есть ощущение, что немножко он не имеет такого авторитета, как у Юревича и Старгородского, то есть больше игра через них разворачивается. Но в целом впечатление очень хорошее. Игра Дениса Лаптева. Приятное впечатление оставила в атаке? Приятное впечатление, чувствуется, что игрок очень высокого уровня, очень мощный. Против него начинала тройка центральных защитников, и, в принципе, он их очень сильно напрягал. И, в принципе, со своими обязанностями справлялся. Очень хорошая атака была, быстрая, именно не свойственная Шахтеру. В контратаке они поймали соперника. Все очень здорово было, мог забивать гол, но один из лидеров. Крумкаши, может быть, несколько беззубо сейчас смотрятся в атаке. Есть на скамейке Филипп Иванов. Это в плюс может пойти его выход в перерыве, например? Да, безусловно, однозначно этот игрок выйдет на усиление и создаст креатива в атаке. Хорошо. Ну, Дмитрий, последний вопрос. Чего ждем от второго тайма, на ваш взгляд? Нестандартных решений от Олега Дулупа. Ему придется отвечать на ситуацию. Необходимо будет ее менять. И тяжело представить, что он придумает, но уже изменения начались. Ну и будем смотреть. Спасибо огромное. Все, на этом наша импровизированная студия заканчивается. Меня зовут Егор Колесник, Дмитрий Короткевич, тренер футбольной школы ФШ Минск. Но немножко отдохнем и смотрим дальше. Надеюсь, интереснейший второй тайм. Замена. На поле выходит у Крумкачева 88 номер. Замена в складе футбольного клуба Крумкачи. Защитник Дмитрий Яшин. В поле покинул номер 17 Александр Скшинецкий. Вместо Александра Скшинецкого, капитана команды, В вышел игру Яшин. вступил номер 88 Дмитрий Яшин. А сейчас, пока судья еще не дал стартовый свисток, сейчас вот, видимо, отдаст его, представим составы играющих сегодня команд. Футбольный клуб Крумкачи. Номер 1 в воротах Андрей Федоренко. Номер 5 Алексей Василевский. 7 Сергей Корсак. 9 Александр Батищев. 13 Дмитрий Климович. 19 Максим Талейко. 21 Игорь Воронков. 22 Сергей Щегрикович. 23 Евгений Шикавка. И 99 Вячеслав Глеб. Вместо 17 номера Александра Скшинецкого в перерыве на поле появился 88 номер Дмитрий Яшин. Главный тренер команды Олег Дулуп. Шахтер, похоже, в перерыве замен Сергей Никифоренко, главный тренер этой команды, не сделал. Поэтому состав такой. 16 номер в воротах Владимир Бушма. 5 Александр Юревич. 6 Бурко Игорь. 8 Александр Селява. 11 капитан команды Артем Старгородский. 13 Руслан Северов. 15 Денис Лаптев. 18 Павел Рыбак. Номер 12 Николай Игнатьевич. 19 Игорь Кузьминок. И 81 Алексей Тимошенко. Судья сегодняшней встречи Виктор Шимусик. Ему помогают Денис Щербаков и Никита Пыреев. Матч комментирует Вадим Кнырков. Мне помогает бывший футболист футбольного клуба Крумкачи Михаил Горнак. Миша, привет еще раз, да? Что скажешь о замене, которую произвел в перерыве главный тренер Крумкачева Олег Дулуп? Немножко не понял я этой замены, честно говоря, потому что Саша Шинецкий очень хорошо выглядел. И, наверное, и один из немногих, кто очень мало ошибался. Да и что и слева в защите получается, что в центре, когда уже сместился. Но, видимо, тренер захотел крепить центральную зону и выпустил просто футболиста, именно центрального защитника. То есть на свою позицию. А я выскажу свое мнение. Мне кажется, что замена, скорее всего, продиктована именно тем, что Дулуп захотел выдвинуть немножко поближе в опорную зону Игоря Воронкова, который, наверное, посильнее в опорной зоне, чем Александр Скшинецкий. И именно поэтому решил заменить Скшинецкого и выпустить в центральную, собственно, в центральную защиту, в центральную зону защиты более... Ну да, я согласен с тобой, что да, как вариант он мог бы так сделать. С другой стороны, он мог бы поменять, например, Климовича, и Шинецкий бы остался бы в своей позиции. На левом играть. фланге, да? Тут уж мы не залезем в голову главному тренеру. Я думаю, он расскажет в перерыве после матча пресс-конференции, что он хотел, чего хотел добиться этой заменой. У нас
Снова Руслан Северов получает повреждение, лежит в центре поля после столкновения с Толейко. Ну, все в порядке, похоже, с Русланом. Не знаю, рассказывал или не рассказывал, что вот когда еще будучи футболистом, когда играл против Толейко, всегда настолько сложно против него играть. Опасный момент у нас был. Тимошенко с левой ноги ударил. Не совсем удачная у него была, конечно, позиция, там и защитник мешал, но удалось пробить фланговому полузащитнику Шахтера. И лишь в падении Андрей Федоренко отвел эту угрозу. Да, очень опасный момент был. И опять Тимошенко, кстати. Очередной угловой у ворот Федоренко. Подача. В зону, где был, кстати, Денис Лаптев. И продолжается атака. Опасно было. Хорошую позицию в воротах занял Андрей Федоренко. И это и помогло спасти ворота. А так, попади в угол, наверное, Денис Лаптев, и все, был бы точно гол. Ты знаешь, да, очень сильно повезло, потому что чуть-чуть вправо, даже не в угол, а просто левее или правее вратаря, точно был бы гол. И снова на острие Денис Лаптев. В расчете на него шла подача. Мяч сразу же к нему не попал, но после того, как Крумкачи не смогли вынести его из своей штрафной, первым на мяче оказался как раз Лаптев. А Толейко получил, я так понимаю, что повязку капитана? Судя по всему, да. Кстати, да, в первом тайме Скшенецкий был капитаном. Да, вот, Максим я Толейко. рассказал просто Да. про Толейко. Но настолько вот он какой-то вот такой футболист неуступчивый, что вот даже если ты с ним борешься, вот в любом случае, если даже ты вот проиграл борьбу, ты вот после этого момента у тебя будет то рука болеть, то нога. Вот настолько он какой-то то ли костлявый, то ли вот какой-то вот непонятный футболист, что невозможно против него играть. Главное, чтобы его костлявость помогла сегодня Крумкачам. Пока не помогает. Пока не помогает. Счет на табло об этом свидетельствует. Еще одно нарушение правил. И желтая карточка. Первая желтая карточка у Крумкачева, показанная на Игорю Воронкову. Сорвал достаточно перспективную атаку, мог по флангу убегать футболист Шахтера, но был остановлен недозволенным приемом со стороны Игоря Воронкова. Разумеется, возле мяча во время стандарта Артем Старгородский. Будет подача в штрафную, наверняка туда, где Денис Лаптев находится. Лаптева опекает Дмитрий Яшин. Хорошо отрывается от своего оппонента Лаптев, но подача в итоге пошла на другого футболиста. И отлично сыграл на выходе Федоренко. Тем не менее, и опять больно футболисту Шахтера. Не заметил, Миша, кто это был? Честно, не заметил. Но главное, чтобы футболисты Шахтера уже сейчас не начали тянуть время. В начале второго тайма. Нет, он тут вряд ли, наверное, был просто серьезный стык. Возможно, Федоренко попал сначала просто в мяч, а потом в голову или куда-нибудь. Ну, не, по-моему, за ногу держится, да? Футболист Шахтера. Интересно, что означает выкрики болельщиков Крумкачева «капитан». Поддерживают капитана. Нового капитана Толейко? Или, может, ищут капитана. Не могут увидеть, у кого. Может, они Сашу Шинецкого поддерживают и даже не знают, что его поменяли уже? Или так. Еще, кстати, один вариант может быть. Это Филипп Иванов. Да, Филипп Иванов, похоже, выйдет на поле. Хотя, скажу тебе честно, еще перед матчем я подошел к Филиппу и спросил, будет ли он играть. Он сказал, что однозначно нет, потому что у него очень серьезная травма. Он, по-моему, надорвал мышцы голеностопа. И вот это вот похоже на какую-то даже слегка авантюру. Да, буквально неделю назад Иванов получил повреждение в матче с Городеей. Тогда, напомню, в первом тайме его заменил Олег Дулук. Да. Ну, я тебе скажу, что, в принципе, я, будучи футболистом, всегда играл с такими травмами. То есть для меня травма голеностопа, она вообще травмой не считалась. Как бы, в принципе, для многих всех футболистов. Старая школа Многие такая. перетерпливают, да, это повреждение и выходят. Да, именно вот ты просто через боль играешь, а потом боль проходит.
И вновь Лапцев выигрывает вверх, сбрасывает своему партнеру. Но хорошо, что у того не получается удар. Ну и, собственно, немного далековато было. Пришлось добегать до этого мяча. Увага! Северову. Замена в стороне футбольного клуба Крумкачи! Поле покидаем номер 7. И вот она, собственно, замена. Сергей Корсак покидает поле и выходит Филипп Иванов. Дякую за горню. У горню вступає номер 10. Филипп! 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 Номер 10. Да, я Филипп думаю, вы все Иванов. слышите сами. Очень хорошо принимают Филиппа Иванова на футбольном поле болельщики. Да, один из, наверное, главных любимцев местной публики, Филипп. Люди любят креатив. Но хочется сказать, конечно, что абсолютно не получилось сегодня игра у Сергея Корска. Вот абсолютно он не был заметен, ни одного момента не создал, даже ни в одном полумоменте не Насколько поучаствовал. понял, в городе он забил как раз. А в городе он как раз таки забил, и там был один из лучших. Мог даже и вывести команду вперед там на 90-х минутах. В перекладину упал. Похоже, располагаться будет Филипп Иванов под нападающими. По-моему, опять же, небольшое перестроение будет. Наверное, Шикавка с Глебом будут теперь в два форварда играть впереди, а Филипп Иванов будет оттянутым, так сказать, атакующим полузащитником. Такой вот как плеймейкер он будет. Ну, в общем-то, это классическая схема для Дулуба. Он последний матч так и играл всегда. Хотели быстро разыграть Крумкаши, но это не позволил сделать судья. Ну, я не знаю, может быть, мне одному кажется, что все-таки немножко прихрамывает Филипп. И не кажется тебе так? Может быть, может быть. Но пошел Иванов в штрафную, был у мяча, хотел подавать, но тренер Олег Дулуб очень громко крикнул Филиппу, чтобы тот шел в штрафную. И это не... Если бы Филипп забил, то это было бы, конечно, очень красиво. Собственно, да, очень было бы эпично, что он вышел буквально через минуту, забил. Но очень экстравагантно сыграл Иванов. Толком удар не получился, но пытался действовать по принципу «сделайте нам красиво». А тут вне игры, положение вне игры попадает Вячеслав. А вот это опасно. Отлично встречается с мячом в чужой штрафной Артем Старгородский. Абсолютно одного его оставили. Как-то центральные защитники слишком высоко располагались у Крумкачев. И Старгородский встретился с мячом в чужой штрафной. Одним движением принял, вторым пробил, но мимо ворот. Знаешь, уже не сосчитаешь, сколько моментов было у ворот Крумкачева. Ну, просто считай, каждая атака заканчивается ударом по воротам. И голов, как мы помним, было два. Да. Один был не засчитан. Из-за того, что в офсайде оказался один из нападающих Шахтера. А тут опасная игра. Просто и не похоже на команду Крумкаши, потому что, как правило, они как раз-таки вот в обороне очень солидно играют, увереннее. Кстати, позиция у Тимошенко тоже поменялась. Да. А может быть, просто они флангами поменялись с Северовым? Ну, похоже на то, да. Северов играет сейчас во втором тайме на левом фланге, а Тимошенко переместился на правый. В первом тайме было наоборот. Старгородский по флангу. Вообще, вот это вот приобретение Шахтером Тимошенко было встречено тоже очень такими критическими отзывами и у фанатов, и людей, типа, что зачем приобретать там футболистов такого уровня, там, которым за 30 лет. Хотя однозначно, мне кажется, что Тимошенко очень хороший футболист, хорошего уровня для Беларуси, так точно. Ну, хотя бы даже по этому матчу Тимошенко ничего не портит, как минимум. А в первом тайме и вовсе был одним из лучших. Я еще помню его помоложе, когда он играл за Гомель, и там он просто сумасшедший футбол показывал. У него сумасшедшая скорость была, и не знаю, почему они так встретили. Я думаю, что теперь довольны солигорские болельщики. Вот снова Тимошенко в борьбе. Сначала на втором этаже попытался подцепляться за мяч, потом внизу. Крумкачи атакует, Иванов.
тащит мяч сам вперед, отдает на Батищева. Батищев дальше на фланг, Щегрикович. Воронков. На коротке со Щегриковичем. Дальше на Шикавку. Шикавка с Батищевым пытался отыграться в стеночку, но поскользнулся Евгений. Тем не менее, угловой будет. Очень быстро разыграли Крумкачи угловой, решили не тянуть. Попытка то ли удара, то ли прострела. Бушма уверенно играет. Классно сейчас разыграли, да? Очень быстро угловой. Да, не ожидали солигорчане этого. Спокойно оттягивали штрафную. А розыгрыш оказался очень быстрый. Снова Иванов эффектно играет внешней стороны стопы. Талейка, Шикавка, Иванов. Слишком сильно. Ну, сразу видно, да, что команда как будто вот вожак вышел и хоть что-то стало получаться. Ну да, активнее заиграли Крумкачи впереди. Ну хотя бы начали связывать там 2-3 передачи, потому что так же вообще ничего не получалось. Бурко долго идет вперед, никто его не встречает. В итоге забрасывает мяч вперед на Тимошенко. Зарабатывает аут Алексей. Видишь, ребята поменялись флангами с Теверовыми, да, что Тимошенко, и активность переместилась на правый фланг. В первом тайме гораздо больше через левый фланг атаковали солигорчане. Ты знаешь, по-хорошему разницы там справа или слева для полузащитника крайнего играть вообще никакой нет. Когда ты правша и играешь справа, то тебе удобнее подавать. Когда ты играешь слева, Забегать под удар. Опасно может получиться. 3 в 3. Иванов входит в штрафную. Прострел. И почему-то и Глеб не побежал. Не стал откликаться на этот прострел. честно, я не понял, почему снова остановился. Там, если бы он побежал, он бы реально замкнул бы дальнюю штангу. Вообще в пустые ворота забивал. Замена Не хотел попадать. Может, думал, что попадет в офсайд. Поле покидает номер Не хотел 12 особо Николай торопиться. Игнатьевич. И вот первая замена у солигорского «Шахтера». Покидает поле так нам понравившийся в первом тайме Николай Игнатьевич. А вместо него выходит под 7-м номером Дмитрий Осипенко. Что интересно говорил Филипп Иванов крайнему судье. Или он обращался к тренеру? Я так и не понял, что он подходил сейчас и говорил. Может быть, с тренером, кстати. Угодил, ступая номер 7 Дмитрий Осипенко. Тоже достаточно интересная замена. Левого защитника меняет игрок линии атаки. То есть «Шахтер» тоже не собирается отсиживаться на своей половине поля, судя по всему. Кто, Юревич опустится на левый фланг защиты? Похоже, так и Да, есть. он уже опустился. Да. Первый тайм Юревич играл. Первый тайм и начало второго. Юревич играл в опорной зоне. Сейчас будет играть слева. Ну, собственно, это базовая, так сказать, позиция, наверное, Юревича. Так что ничего нового. Старгородский просто пасует вперед. Может быть, поборется Лаптев, может, нет. Отводит угрозу от своих ворот подальше. Теверов набирает скорость и с нарушением правил его останавливают. У Теверова хорошая скорость. Парень здорово себя зарекомендовал еще в Нафтане. В первом круге неплохо играл. Да, на самом деле очень тяжело себя проявлять вот в таких вот маленьких клубах внизу таблицы, но этот парень действительно проявил себя очень неплохо из БТ. Себя, я так понимаю, проявил, там пару голов забил, да, и в кубке тоже тащил Нафтан. Собственно, поступали новости, что как раз-таки Батэ интересуется Тевером, но
оказался Руслан в «Шахтере». Видишь, у нас такой чемпионат, что хватает там 2-3 матчей, когда ты себя проявишь, и уже тобой может заинтересоваться сильный клуб. Да. Интерес появляется быстро. Третья замена готовится у Крумкачев. На поле выйдет Владимир Карп, пока непонятно вместо кого. Как думаешь, вместо кого все-таки выйдет Карп? Я думаю, что в нападении может вместо Славы Глеба. Или Шкафки? Ну, Шкафка однозначно просто более активный. И, не знаю, я бы поменял бы Славу Глеба. Что-то у него сегодня вообще не идет. Был угловой у «Шахтера». Ничего. Занял складе футбольного клуба Крумкачи! Да, меняют, правда, Миша. Вячеслава Слава номер Глеба. 99 Вячеслав! В игру вступает Дякую за или 11 номер Владимир Карп. Номер 12 Владимир! Не самый лучший матч Вячеслава. Номер 11 Владимир Карп! Не самый лучший. Мне, вот, знаешь, даже порой кажется, что вот Лук немножко побаивается его иногда порой менять. И частенько бывает такое, когда Слава или подустал, или там, может быть, у него игра не идет, но он его не меняет. Сегодня, видишь, поменял. Да, здорово очень у Глеба получился период в августе, в июле-августе, конец июля, начало августа, когда он забил несколько мячей важных. Но вот с приходом осени как-то не заладилось пока что у Вячеслава. В общем-то, после этого Слава вообще перестал играть в футбол. На самом деле, эти матчи последние, там 4 или 5, его просто не видно на поле. Может быть, перегорел после этих 4 мячей? Да, там 2 дубля подряд было, да? Да, два дубля подряд. Вот, собственно, с мячом был как раз-таки только что вышедший на поле Карп. Протащил его вперед, отдал передачу. Но... Дальний удар от Филиппа Иванова. Но это для Бушмы вообще просто подарок. Так сказать. Ну, не самый сильный удар в исполнении Филиппа Иванова. В первой лиге у него вообще чуть ли не каждый удар заканчивался голом. И такие красавцы голы он забивал. А в этом то ли у него удар не идет, то ли он вообще психологически не готов для того, чтобы эти голы забивать. Один гол и тот с пенальти, это вообще не статистика. В общем-то, мы это тоже неоднократно вспоминали в комментариях. Но в любом случае, когда Иванов на поле, команда играет однозначно лучше, интереснее. То есть он все-таки какой-то конструктор, он конструирует игру на поле. Без него, видишь, вообще ничего не получалось. Сейчас хоть каких-то пару... Что-то поинтереснее стало, да. Замена в складе футбольного клуба «Шахтер». И вторая замена у «Шахтера». 15-й Руслан Теверов. Сергей Никифоренко решает убрать с игры Руслана Теверова, который сегодня несколько раз получал повреждения. Может быть, из-за этого, может быть, просто из-за того, что устал Руслан, может быть, просто для того, чтобы освежить линию атаки. На поле появится 23-й номер Юрий Ковалев. Скорее всего, замена по позиции, да? Да, по позиции. Будет играть там же, где Если играл быть честным, Руслан то, Теверов. согласись, что сегодня он не самый свой лучший матч показал. Да, ну хотя бы об этом говорит то, что гораздо больше... В игру прошло вступает через номер фланг Тимошенко. 23 Юрий Ковалев. Хотя, вот опять же, что свойственно белорусскому чемпионату, у нас, как правило, если один фланг хорошо атакует, то другой немножко провисает. Я вот даже сам, когда играл, тоже у нас такое частенько было. Вот у кого-то пошла, и всегда команда играет через один фланг. Это тебе не там не какой-то грант, суперклуб, да, где два равноценных крайних футболиста постоянно нагнетают и равнозначно сильно играют. Пошла подача с штрафного, но никого из «Шахтера» на мяче не оказалось. Первым был Андрей Федоренко. Руками вводит мяч в игру вратарь Хозяев. Воронков забрасывает мяч вперед. Неудачная передача Батищева. Совсем сегодня не поддерживают болельщики команду Крумкачи. Как-то сегодня совсем скучновато смотреть футбол. Вот предыдущий домашний матч был с «Торпедо». Прямо вот пришли, старались действительно болеть, кричать. Там и кричалки, различные песни пели. Ну, знаешь, Миша, болельщики тоже психологически могут подсесть после поражения. Вот, может быть, это и случилось. Есть такое тоже, да.
прямой. Опять же, не заставишь же ты никого ни петь, ни кричать, когда ты этого не хочешь. Да, все так. Юрьевич тащит мяч вперед по левому флангу, на котором он сейчас играет. Продолжается атака, и аут зарабатывают Не гости. знаю, ты видел, может быть, такое видео есть, где маленький мальчик с рупором стоит и заводит там огромную трибуну фанатов, и они там все за ним повторяют. Такое интересное видео. Не в видела, Твиттере. где это происходило. А я не помню, честно говоря, в каком-то даже чемпионате, может быть, не самым сильным, там малыш, я не знаю, может быть, ему года 4 максимум, и он, ну, как бы, знаешь, как заводила, с рупором стоит, заводит, а потом за ним все повторяют. Ну, видимо, какой-то сын фаната или... И у нас, конечно, дети больше по танчикам каким-нибудь, наверное, чем с рупором стоять на стадионе и заводить толпу. Перспективный штрафной у Шахтера сейчас будет. Старгородский у мяча. Все самые высокие футболисты Шахтера в штрафной, как, собственно, и самые высокие футболисты Крумкачева. Навес. И на выходе играет Федоренко и будет угловой. Опять неуверенно сыграл на выходе. Продолжится атака. Чуть больше 20 минут остается основного времени матча. Видишь, к слову о камбэках, как-то Шахтер вышел вперед и ничего абсолютно не получается. Даже вот, мне кажется, вот какая-то безысходность у Дулуба. Вот он не знает, что сделать, чтобы поменять игру команды. Но, тем не менее, 3 замены все-таки выполнил главный тренер. На счете на измены, вернее, изменения. Снова футболист Шахтера на газоне. И снова появляются врачи. Ну, на самом деле, я заметил этот момент. В падении попытался пробиться футболист. Это кто там был, я не заметил, но неудачно приземлился на руку. Да, похоже, показывает, что замена нужна. Неужели все-таки не увидим мы сегодня Лисаковича? То ли с плечом, то ли с чем-то у парня проблемы. Да, замена показывает и врачи, и судья. И готовится замена. Посмотрим, кто вступит в игру. По-моему, это защитник готовится, Алексей Янушкевич. Поэтому, наверное, можно предположить, что там, наверное, повреждение получил либо кто-то из центральных защитников. Потому что Янушкевич наверняка выйдет играть в центре обороны. А вот видишь, да, и Павлов вместе с Лисаковичем идут назад, понимая, что они уже сегодня на поле не выйдут. Да, это последняя замена будет у Шахтера. И носилки появляются на поле. Что? Нет, носилки не нужны, показывают футболисты. Похоже, Павел Рыбак, да? Автор единственного гола получил повреждение. Интересно, что у него может там быть, может ключица какая-нибудь. Судя по симптомам, то, как держит руку, как раз-таки ключица и есть. Игра продолжается. Тем временем снова в вынужденном меньшинстве гости. По правому флангу Василевский, Шевчукович. кстати, игрок Шахтера, насколько я понимаю. Он же в аренде в Крумкачах, да? Возможно, да. Замена в Вот складе она футбольного замена. клуба «Шахтер» Солигорск. Последняя Поле покинул замена в номер матче. 19 Игорь Кузьминов. Игорь Кузьминов. В углу вступил Павел номер Рыбак, 4 Рыбак играет. Алексей Янушкевич. Тоже замена по позиции. Вместо центрального защитника есть центральный защитник. Никаких тактических изменений сейчас наверняка Сергей Никифоренко не предложит. Да, еще 20 минут играть. Даже больше, наверное, с учетом компенсированного времени. А уже вся замена использована. Обоими тренерами. Да, это такая, конечно, опасная тема, когда ты сделал 3 замены, тебе еще играют 20 минут. Любое повреждение кого-нибудь может просто выбить команду и лишить футболиста. И вот сейчас как раз-таки возле комментаторской позиции проходит Игорь Кузьминок. Держится за руку футболист. Пожелаем здоровья, конечно, Игорю. Навес
угла. И это момент может быть. Ай-яй-яй-яй-яй! Отличнейшая была возможность у Крумкачева, чтобы сравнять счет. Ошиблись защитник и голкипер. Бушма как-то слишком далеко вперед побежал. Защитник. Ты знаешь, можно, мне кажется, было даже не обводить, а просто попробовать как-то пробить, потому что Бушма вообще в воротах не оказалось в тот момент. Ну, У такие Филиппа моменты, Иванова сильный еще выстрел, сильный удар. такие моменты, вполне конечно, можно было нужно прошивать. забивать. Ну, посмотрим, может, сейчас повеселее пойдет. Повеселее для хозяев. Пока Шахтеру вполне весело. Ну, Шахтер, конечно, сегодня очень хорошо играет по забитому голу, абсолютно удерживает контроль над матчем. Даже этот момент, можно сказать, он скорее такой не системный, а просто случайность какая-то была. Ну да, я говорю, что и Бушма как-то не слишком уверенно сыграл в воротах, и защитник упал. На этот раз на коротке Федоренко разыграл мяч с Яшиным. И болельщики немножко оживились. Барабан нашли где-то во втором тайме. Да, и какая-то трубки появились даже, слышишь? Да, они вообще Вполне. инструменты, походу, только ко второму тайму заготовили. Показывает арбитр, нарушение правил было. Василевский фалил на Лаптеве. Желтая карточка центральному защитнику Крумкачеву. Между прочим, первая желтая карточка у Алексея в этом сезоне. У него была одна красная, и вот теперь первая желтая. Уже теперь полный боевой комплект. Ну что, любопытно, у центрального защитника до этого желтой карточек не было. Он просто, понимаешь, если идет в отбор, то очень жестко. То есть только чисто с красным. Сразу на красный. А теперь Василевский уже чисто играет вверху. Головой отбивает мяч, выбивает мяч из своей штрафной. А сейчас ногами, пожалуйста. Вообще Василевский очень интересный защитник. Он мало того, что желтый не получает, так он еще и забивает. Лучше Да, бомбардир. три гола забил Василевский. Неплохая по расчету, но плохая по исполнению передач Климовича. Вращается на забегающего вперед Шикавку. Продолжается атака. Талейка тянет мяч. Шикавка. Иванов. Отыгрывает назад на Климовича. Климович на Воронкова. Батищев продвигается с мячом вперед. Отдает на фланг Щегрикович. Щегрикович навешивает штрафную. Шикавка боролся вверху, не удалось дотянуться до мяча, и в итоге мяч оказывается в руках у Бушмана. Сейчас, конечно, такой очень забавный момент был. Щегрикович мог спокойно отдать середину Иванову, который был вообще один. Там никто бы его даже не встречал. Очень сильно вниз упали защитники Шахтера, и мог бы быть намного опаснее момент. А получилось, как ты знаешь, на авось. О, Олег Дулуп играет. Оп, отлично. Пока в форме. Лишнего разыграли, да? Олег Анатольевич, да, неплохо. Олег Анатольевич, скажу тебе, очень даже неплохой формы. Мы с ним играли пару раз. Успокаивает арбитр Олега Дулуба. Показывает, что... Что произошло вообще, ты понял, Миш? Я, честно, вообще ничего не понял. Какие-то претензии у арбитра были к Олегу Дулубу? Я так думаю, что он просто немножко вышел из зоны, может быть, своей. И сразу же, да. Воронков. Это было опасно. Так, наверное, отдавать назад не стоит. И сразу же нарушение правил. Наверное, правильное решение Яшина, потому что могла быть быстрая контратака. А все из-за одной неудачной передачи. Надо быть повнимательнее, конечно, в такие важные минуты. Я вообще уже отмечал раньше, что Воронков, когда пришел в Крумкачев, он как-то особо на себя не похож. Такой, знаешь, очень всегда был стабильный футболист, который никогда ниже планки не падал, но здесь как-то у него не получается проявлять себя и играть на должном уровне.
На правый фланг атаки перемещается... И уже на левый фланг перемещается атака Крумкачева. Неудачный перевод. Аут будет выбрасывать футболисты Шахтера. Наверняка торопиться не будут. Юрьевич спокойненько бежит к мячу. Старгородский отыгрывает назад. Очень спокойно заиграл Шахтер. Скажу, очень много сейчас заметить криков в сторону судьи, какие-то недовольства, но это все потому, что он, конечно, такую сегодня манеру судейства выбрал, абсолютно такую, прям без свистков, дает играть. Мне очень нравится, когда судьи так судят. Но опасно, может быть заруба. Воронков с мячом. Отдает на фланг. Снова с мячом Игорь. Вперед на Шикавку. Талейка. Сохраняет. Нет, не сохраняет мяч в себя. Вдвоем прессинговали Максима. И в итоге получается неудачная передача на Яшина. Яшин не дотягивается до этого мяча. И будет аут. Аут в пользу Шахтера. Что-то высказывает Женя Шикавка, по идее. Да, говорит, чтобы играл по центральному защитнику. А вот это вот может быть опасно. Здорово играет на выходе Федоренко. Не было никакого нарушения правил, разумеется, здесь. Хотя, опять же, опасность исходила от Алексея Тимошенко. Конечно, немножко понятна претензия Дулуба в отношении к Жене Шикавке. Он очень много распыляется, может быть, даже не ошибается, но вот именно вот какой-то продуктивности от его действий вообще не прослеживается. Вот, Да, активность есть, продуктивности нет. Ты прав. Лаптев отдает, обостряет вперед. Смешной момент был, да? Так не достал ножкой чуть-чуть до мяча. А вот это может быть опасно. 4 в 3 могут убежать футболисты Шахтера. И наносит удар. Плотный очень удар. И еще один выше ворот. И снова Алексей Тимошенко на острие. Но для начала перед этим удар. Опять на этот раз уже не в единоборстве проигрывают защитники Крумкашева, но на подборе. На подборе первым был Тимошенко, футболист Шахтера. Да, я согласен с тобой. Сегодня очень много таких каких-то промахов в обороне, причем очень таких жестких. Шикавка снова встречается с мячом. Зарабатывает угловой. Неплохо, Евгений. Подача. Шикавки. Но подача туда, где ни одного футболиста в белой форме не было, а было 3 игрока Шахтера. Мне вообще показалось, что мяч сейчас вышел, там был... Но арбитр показывает, что продолжать игру можно. Батищев, Иванов. Иванов сбрасывает на фланг Талейка. Талейка догонит или нет? Нет. Слишком сильно. Не догоняет мяч Максим. 82 минуты сыграли. 8 минут основного времени и, наверное, 3-4 компенсировано арбитром останется у нас. То есть в сумме примерно 11-12 минут у Крумкачева для того, чтобы спасти все-таки хотя бы одно очко в этом матче. Уже, наверное,
в такой ситуации для Крумкашева и одну очко будет, да, как победа. Я так думаю, что если Крумкаши все-таки даже сравняют, не говоря уже про победу, то Никифоренко будет очень зол. Потому что столько моментов сегодня было у команды его подопечных. Хорошо играет Филипп Иванов в воздухе, продолжает атаку. Шикавка отлично сохраняет мяч Евгений и снова зарабатывает угловой. Очень здорово. В течение 2 минут 2 угловых заработал Евгений Шикавка чисто своими индивидуальными действиями. Женю, наверное, сегодня, согласись, можно выделить одного из немногих в этом матче. Ну, может быть, В составе Крумкашева. Да, именно в составе Крумкашева, да. Пошла подача. И снова нету никого на приеме. Где же Василевский, который забивал в первом круге такие мячи головы, да? Ты просто понимаешь, что если ты принадлежишь команде, да, соперников, то тебе вообще категорически нельзя забивать, потому что ты вернешься в нее, и как бы тебе тренер потом будет как к тебе относиться. А вот это вот может быть опасно. Ковалев тащит мяч. И продолжается атака. Была рука была, да. Артем Старгородский. Артему Старгородскому попадает мяч в руку. Ну, вообще, знаешь, что интересно? Что Шахтер не ввел такой пункт в контракте, чтобы Василевский не играл против своего клуба. В принципе, арендные контракты бывают разные. Ну да, да. Возможно. Просто это не заботило. Может быть, они не рассчитывали, что он вообще играть будет. Нарушение правил показывает арбитр со стороны Игоря Бурко. Знаешь, в такие моменты думаешь, вот сейчас возьмешь, Давайте потримаем наденешь на себя эту Крумкаши, друзья! форму, как выйдешь, как забьешь сейчас, и спасешь ты команду. Но нельзя. У тебя нет заявки, к сожалению. Шикавка навешивает. Неплохо на дальнюю штангу. Как раз таки сейчас был там футболист в белой форме. Но мяч не дошел. И продолжается атака. Евгений Шикавка. Ай-яй, не догнал. Женя, Не такое догнал. ощущение, второе дыхание, знаешь, вот проснулся, он постоянно только через него играет. Ну еще тем более, когда на тебя Дулуб кричит, что играя по защитнику, и, конечно, откроется там и второй, и 15-е. Ну, вообще, конечно, Женя не из тех людей, на которых желательно кричать. Он так не любит очень всех этих... Критику, да? Да, критику такую вот. и криков. Он больше... Лучше его не трогать. Здорово играет на выходе Бушман. А в этом плане, конечно, очень сильно выделяется Сергей Корсак. Вот ему вот даже слова не надо говорить, потому что можно надломить его на 10 игр вперед. Такая тонкая психика, Очень, да? очень, очень, да, он психологически. Очень спокойно в центре поля раскатывают мяч футболисты Шахтера. Кстати, любопытно, Артем Старгородский, игравший в первом тайме под нападающим, сейчас спустился ниже и играет в опорной зоне. Там, где играл Юревич как раз-таки. Мне вообще кажется, что у Старгородского скорее, в принципе, позиция такая ниже играет. То есть он, наверное, нижний опорный, а играл просто, наверное, не на своей профильной позиции. Но тоже хороший матч проводит. В общем-то, как и вся команда Шахтера. Иванов с мячом разворачивает атаку. Талейка. Талейка находит Шикавку, но слишком жесткая была передача, наверное, поэтому не удалось обработать этот пас Евгению. В итоге потерял мяч, а потом еще и свалил на Бурко. Ну, там, мне кажется, другая передача бы просто не прошла. Ну, тут скорее вот ошибка именно Шикавки, что он не принял. Хотя передача, конечно, жесткая была. Яшин отлично играет на втором этаже. Кстати, заметил, что во втором тайме с выходом Яшина гораздо меньше единоборств вверху проигрывает Крумкаши. Если в первом тайме практически весь верх оставался за Шахтером, то во втором
в Ну, я этом? с тобой согласен, да. Ну, знаешь, наверное, это вот, в принципе, для Яшина такая самая сильная сторона его, именно верховая борьба, потому что неоднократно он ошибался и внизу, когда в передачах. Да, хотел извиниться перед вами, наши телезрители, я не знаю, или интернет-зрители, интернет-пользователи, за то, что я сказал, что Василевский принадлежит Солигорскому Шахтеру, играет против своей команды. На самом деле он уже давно принадлежит команде Крумкачи и играет просто против своей бывшей команды. Что-то похоже на навал, похоже, пытаются сделать футболисты Крумкачева. Не очень удачно пока получается. Мы видели, что 8 человек было в атаке. Лишь 2 центральных защитника оставалось ближе к центральному кругу. Ну, в этом плане, конечно, тяжело с навалом у Крумкачева, потому что у них нет таких крупногабаритных футболистов. Как правило, во всех командах высшей лиги Беларуси там 2 огромных центральных защитника, которые всегда выносят эти мячи. Опять же, Филипп Иванов головой играет слабо. Женя Шкафка тоже это не его сильная сторона. Любопытно, атака продолжается. На чужой половине, на половине поля Крумкачев лежит Денис Лаптев. Но не до фейерплей пока хозяевам. И арбитр, видимо, не видит. Никто ему не подскажет, что и вот вынос. Выносит мяч, причем за пределы вообще стадиона. Если ты спросишь меня, как я отношусь к этому фэрплей, то никак. Потому что, мое мнение, судья в любой момент может свистнуть сам и прекратить все вот эти вот моменты. Ну тут вопрос действительно к Рушемусику. Почему он не прервал матч? Ну да, может быть, он действительно Они не к видел. футболистам. Не, просто частенько такое бывает, когда начинают футболисты соперника говорить, вот, чего вы там не выбиваете мяч, наш там футболист валяется. Ну, у нас как бы атака, мы можем с этой атаки забить гол. Зачем нам мяч сейчас, там, не знаю, терять те же там драгоценные секунды, минуты. Снова, тут 3-й раз уже за матч врачи появляются на поле. Врачи Шахтера. 3 минуты добавляет Шимусик к основному времени матча. 3 минуты у Крумкачева для того, чтобы До основного часу все-таки матча додать на минимум 3 набрать хотя бы хвилини. 1 очко в этом матче. Ну, очень быстро теряют мяч. Впереди минчане. Тимошенко разгоняет атаку, отдает на Старгородского. Мяч на фланге. И все-таки выпускает мяч Артем. Ну, это чисто желтая карточка, я не знаю, что так он не отреагировал судья. Да, судья показывает, что продолжаем игру без желтой карточки. Пожалел, может, капитана. Наверное, судья из Солигорска просто. Нет, судья у нас не засекающий. Вот, родня, все дела. Шикавка отдает в центр на Яшина. Яшин. Центральный защитник бьет издалека. Бьет мимо, к сожалению. К сожалению, для Крумкачева. Ну или не мимо, а как бы в руки Бушми. Ну, в общем-то, мимо. Мимо цели, так Да, мимо сказать. цели. Талейка с мячом в центре поля. Отдает на Яшина. Яшин на фланг, на Климовича. Буквально 1 минута остается у Крумкачева для того, чтобы... Момент! Можно забивать. Ай-яй-яй, неудачно. Неудачно отдает. Кто это был? Карп, по-моему, сбрасывал под удар своему партнеру. Это был Воронков. Воронков пришел в чужую штрафную. Тут, наверное, неудачная передача все-таки, да? Ну, честно, даже не знаю, что сказать. Конечно, однозначно Чего Карп мог поаккуратнее дать эту передачу, но Воронков, конечно, обязан был в любом случае принимать этот мяч. Но он абсолютно неудачно его принял и такой стопроцентный момент запорол. Очень спокойно заиграл Шахтер. Держит мяч у себя во владении. Еще и нарушение правил в центре поля. Да, похоже, Крумкачан сегодня уже не отыграться.
спешат разыгрывать этот штрафной футболисты приезжей команды. Бурко все-таки отправляет мяч вперед. Лаптев выигрывает вверх. Продолжает мяч метаться по воздуху. Вот, возможно, это была последняя возможность. И вот Артем Старгородский здорово играет на перехвате. Зарабатывает еще и аут. Все отлично. Отлично действует капитан Шахтера. Просто на опыте сейчас сыграл. Да, и решил Виктор Шимусик не продолжать эти муки ни одной, ни другой команды. Крумкачи Шахтер. Матч 22-го тура завершен. 0-1 в пользу Шахтера. Единственный мяч на 23-й минуте забил Павел Рыбак. Ну что, Миша, давай, наверное, пару слов об этом матче. Футбольного клуба «Шахтер» Солигорск стал номер 18 Павел Рыбак. Ну, что хочется сказать. Очередная невыигрышная игра для Крумкачшоу. Очень жалко, очень обидно, что команда перестала набирать очки. Лучшим Может игроком быть, в составе это футбольного клуба трансферное «Крумкачи» пополнение стал после номер первого 1 круга не пошли Андрей в плюс, а Федоренко. скорее в жирный минус. И команда просто потеряла, ну, скажем так, свою игру. Что касается солигорского Шахтера, то здесь, конечно, все наоборот. Команда прет, команда выигрывает, зарабатывает очки, причем стабильно. Пожелаем двум командам успехов в следующих играх. Ну, будем надеяться, что Крумкачи еще себя проявят в этом сезоне. Пару слов о турнирной таблице, об изменениях. По изменений, собственно, нету, наверное. Самое главное, что Шахтер набрал 3 очка сейчас. У солигорской команды 39 очков в таблице. И это второе место вслед за Борисовским БАТЭ, который в большом отрыве впереди. И благодаря этой победе Шахтер оторвался на 4 очка от футбольного клуба Минск, занимающего 3-ю позицию. Крумкачи с 20 Минский часовой очками завод «Луч» остались на 10-м учредил месте. призы В лучшего середине игрока турнирной сегодняшнего таблицы матча. Крумкачи располагаются. В составе Что ж, мы, футбольного наверное, клуба будем «Крумкачи» таким потихоньку стал Андрей прощаться с Федоренко. Слушатели, с нашими интернет-пользователями. Спасибо за то, что были с нами во время этой трансляции. Для вас этот матч комментировали я, Вадим Кнурко, и Итак, приз Андрей помогал Федоренко. бывший футболист футбольного клуба Крумкачи Михаил Гарнак. Пока. Всем пока. Лучшим игроком в составе футбольного клуба «Шахтер» Солигорск стал номер 18 Павел Рыбак.